Я веду прямой эфир, решил попробовать сделать включение. Давно ничего подобного не делал, но вроде как есть повод, поскольку нахожусь я в берлинском Трептов-парке. Это главный мемориал, посвященный победе над нацизмом. Сегодня 9 мая 2026 года, и, собственно, 9 мая здесь традиционно происходят мероприятия, посвященные этой дате. Несмотря на то, что Германия и вообще весь мир традиционно празднует окончание, даже не окончание, а победу над нацизмом именно 8 мая, у нас есть российская традиция, она связана с 9 мая, поэтому здесь 9 мая все-таки основные массы людей собираются. Как правило, к сожалению, это те люди, которые ассоциируют себя не просто с победой над нацизмом, а с тем режимом, который сейчас установился в России. Вот в данную секунду тишина вокруг, надо сказать, и музыка затихла, которая только что играла. Фронтовые песни, в общем-то, ничего против них не имею, но немножечко контекст, конечно же, своеобразный. Только что наблюдал, как посол Российской Федерации, по-моему, по фамилии Нечаев, давал интервью. Его обступили корреспонденты, всякого рода пропагандистские источники, российские в том числе. Вот. Полиции много, как обычно. Она старается предотвращать всякого рода стычки и неприятности. Надо сказать, по опыту прошлого года полицейские заступаются за всех одинаково, в том числе за Z-патриотов российских, которые, например, запрещают себя снимать. Был у меня тут инцидент в прошлом году. В общем, поэтому на рожон лезть не собираюсь. Вот. И обычно такого рода, скажем так, инциденты и прочее происходят уже после обеда, когда наша патриотическая публика под влиянием разных веществ. Вот. И тогда они уже и сами поют песни хором. Идя ко входу в парк, обнаружил автомобили, лучшие образцы немецкого автопрома, вдоль и поперек обклеенные российскими триколорами. Таким образом, конечно же, возникает вот это вот ощущение. Да? Одно дело, когда у нас жители там, Уфы, республики, страны в целом, на немецкие машины клеят всякий бред, вроде на Берлин, можем повторить. А другое дело, когда в самом Берлине жители Германии с немецкими номерами, скорее всего, граждане, в отличие от вашего покорного слуги, продолжают находиться в этой искаженной реальности. Вместо того, чтобы сделать единственно верный выбор и уехать вместе с автомобилем и со своими флагами туда, где им слава и почет в настоящее время. Пишите свои комментарии. Я вижу, что несколько зрителей у нас есть. Я даже чат смогу, наверное, открыть, если он работает. С телефона, конечно, проблематично и за трансляцией следить, и вести ее, собственно, вот, и читать, но все-таки вдруг. Тем более, что парады в России отгремели, поэтому что скажешь. Я даже посмотрел начало на Красной площади, как вот эти вот идеологи, организаторы нынешней войны собрались, сели, и Путин с напряженным выражением лица прошел, уселся, но потом вроде как речь свою озвучил более или менее спокойно и уверенно. Вот. Ну, что могу сказать? Давайте я вам покажу, что вокруг происходит. Это, значит, вход с той стороны. Здесь как бы такая центральная композиция, что ли, через которую все проходят. Видите, да? Внизу реет флаг Казахстана. Ну, кстати, часто именно приехавшие именно из Казахстана, при этом этнические немцы, которые зачастую родились в Казахстане, но их предки были депортированы из Поволжья перед или в годы Великой Отечественной войны, именно они относятся к этой категории очень странной, которые застряли ментально где-то в советском прошлом, многие из них даже не будучи никогда гражданами. Вот. Ну и с другой стороны, центр Трептов-парка — это памятник воину-освободителю Вучетича, по-моему, советского скульптора.
в прекрасном состоянии он находится, всегда ухоженный. Ну и, конечно же, можно подняться, возложить цветы, что многие делают. Рядом есть вот группа с украинской символикой, благо они могут чувствовать себя здесь свободно и безопасно. Вот. Ну и что ж, люди идут, полиция не дремлет. Вот еще флаг Казахстана. Здесь, я так полагаю, во времена ГДР был вечный огонь. Сейчас он не горит, хотя не могу сказать. Венки. Газоны, как вы видите, стриженные. В общем, вот так. Как слышно, как видно, пожалуйста, пишите. Поддерживайте также наш канал. Я думаю, что у нас сейчас все функции активны. Можно не только лайки ставить, не только комментарии писать, но и оказывать поддержку. Понятно, что эксклюзивами мы делиться не всегда можем, но хоть что-то. Вот люди идут с включенной музыкой. День Победы. Громкоговорители, как правило, функционируют. Вот. Ну, что тут скажешь? Бесконечно показывать одно и то же, наверное, большого смысла нет. Тем более, что ничего особенного не происходит. Вот. Я пока остаюсь. Соответственно, если вы подключаетесь и смотрите, комментируйте. Вот сегодня утром в стриме звучали голоса, альтернативные мнения, так сказать, да? Ну, я не знаю, боты это были или действительно ультрапатриоты. Они, можно сказать, высказывали сомнения моим словам. Вот сейчас можно дискуссию, так сказать, продолжить. Вот. И, соответственно, подискутировать. Слушайте, я не вижу ничего в чате. Вообще он живой? Так. Всех с праздником вижу. Кроме поклонников фашизма. Тогда победили. И сейчас победим, пишет Рассвет. Полностью присоединяюсь. Вот. Как показала история, не всегда принадлежность к одной нации, к одной стране гарантирует, что мы оказываемся на стороне света и боремся со злом. Иногда, сами того не замечая, медленно, но верно, сами погружаемся во мрак и представляем сторону зла, к большому сожалению. Я, на самом деле, скучаю по тому чувству, которое я испытывал каждый раз 9 мая. Для меня это было очень важное событие. Как вы видите, оно и сейчас остается важным. Не могу не прийти, да, в Парк Победы. Это было всегда так. Раньше посещал могилы дедов, которые, конечно же, воевали. Но и сейчас как-то вот не могу остаться в стороне. Но чувства совсем другие, к сожалению. Чувство горького отчаяния, чувство стыда, безусловно, является принципиальным отличием, скажем так, тех чувств, которые сейчас вот уже соотечественники, так сказать, оккупируют вот эти лавочки и начинают разливать напитки. Начинают громко разговаривать, петь. Ну, ладно, если еще так, потому что часто это с их стороны заканчивается агрессией в отношении людей с другим мнением. Пока, вот пользуясь случаем, покажу, что вокруг, по периметру, такие вот таблички. Заммальграб, братская могила. И так до бесконечности. Насколько я помню, здесь, в Трептов-парке, похоронено несколько тысяч бойцов, которые погибли в ходе Берлинской операции, завершающей. Но это даже не самое массовое кладбище. Есть на севере Берлина, в районе Панков, не менее величественное и, по-моему, по количеству захороненных бойцов даже более массовое. Там 12 300. Как бы не соврать, здесь, по-моему, 8 тысяч. Вот здесь еще ребята с украинским жовто-блакитным стоят, обращают на себя внимание. Молодцы.
Вот. Ну, а я дальше пойду, наверное. Вот эти вот белые, как белые, в общем, каменные сооружения по краям символизируют, я так понимаю, фронта Великой Отечественной. По этой стороне на них надписи на немецком языке, на противоположной стороне на русском языке. Причем там в основном цитаты Сталина. Вот кто хорошо застал позднесоветский период, ну и вообще, в принципе, современность, наверное, могут легко подтвердить, что на мемориалах советского периода, что находится в Советском Союзе, на его территории, скажем, как правило, имя Сталина и его цитаты вымараны, их нет. Понятно, что у нас все-таки был период десталинизации, и, к счастью, это все было убрано, скажем так. А здесь вот все как построили в сталинские годы, условно говоря, в первые годы существования ГДР, так все и на сегодня существует. Все его цитаты, все в порядке. Вот. Ну, в смысле, в порядке, вы понимаете, о каком порядке я говорю. Ну вот, собственно, сейчас подойду с этой стороны. Ну да, на любом из этих блоков цитата Сталина. Die Hitlerschen Schurken haben es sich zum Ziel gesetzt, die Devölkerung der Ukraine. Ну, смотрите-ка, на злобу дня буквально. В общем, перевод, точнее, оригинал, видимо, в той стороне. Сейчас я, наверное, пройду и что-нибудь оттуда зафиксирую. Надо сказать, в прошлом году, может быть, дата была круглая. Как-то было к этому часу и народу больше, и, так сказать, движухи. Пока все очень тихо и ровно. Вот. Сообщение удалено. Эх, не успел прочитать. Друзья, и так сложно реагировать и отслеживать. А вы еще сообщение удаляете. Вот. Так. А вот он чат, да? И все равно я как-то не вижу. А если нажать сюда? Суперчат. Так. Как я понимаю, звук в порядке, картинка тоже. По крайней мере, у тех, у кого с интернетом все хорошо. Ну, простите, что какого-то суперэксклюзива нет. Обычная текущая обстановка, значит, ровная и тихая. И действительно людей сильно меньше. Не знаю, процентов на 30-40 меньше, чем годом ранее. Значит, сейчас я покажу. Русскоязычная сторона. Успехи Красной Армии были бы невозможны без поддержки народа, без самоотверженной работы советских людей на фабриках и заводах, в шахтах и рудниках, на транспорте и в сельском хозяйстве. Иосиф Сталин. Обратите внимание, что позолоченная краска на месте, все в идеальном состоянии. ДК Орджоникидзе на связи. Очень приятно. Эдит Астро. Ну вот и немецкая речь звучит, не только русская, надо сказать. Кстати, люди, которые прибыли на Ауди, разукрашенный в российский триколор, разговаривали не факт, что на русском, может быть, на молдавском. Так что советские люди, в широком смысле этого слова, они, в общем-то, были и есть. Признать себя всем советским народом, а не физлицами, пишет кто-то в чате. Что бы это ни значило. Ну ладно, эту часть, скажем так, самую торжественную и парадную в парке я показал. Сейчас давайте я пройду так называемую на территорию аллеи. Там разного рода активности.
стенды. Там традиционно немецкие левые какой-то бред несут там по поводу там обращения к союзникам. Я там вообще тушите свет, короче. Что-то о том, что то ли война не закончена, то ли там что-то не так подписано. И они каждый год со своим постаментом. С ними все ясно. Что-то коммунистическое поют, ГДР славят. Вот. И есть, к счастью, современные активисты из российского демократического сопротивления. У них свои стенды, свои экспозиции, которые напоминают или рассказывают о том, что происходит сейчас. Проводят параллели, сравнивают и так далее. Сейчас мы дойдем. Кстати, в прошлом году здесь я успел понаблюдать последнего лидера ГДР. Если вы помните, после, значит, Эрика Хонекера его успели снять, и там буквально какое-то непродолжительное время молодым лидером ГДР был человек, которого, как зовут, не помню. При нем стена рухнула, и все закончилось. И вот он сейчас, как почетный пенсионер, в некотором роде Z-патриот, очень востребован на таких мероприятиях. Ну, для части общественности, разумеется. Вот тут вот место возложения цветов. Скорбящий воин. Куда ты пошла? Да я думала, как тебе... Нет, так... Еще один. Аллея. Карельская береза плачущая. Я, кстати, помню, как то ли в детском саду еще, то ли в начальной школе нам рассказывали, как выглядит парк в Берлине, и вот про эти березы. Где-то в подсознании все это осталось. Но даже в мыслях не было, что когда-то я сюда приду, и более того, буду ходить часто. Вечная слава воинам советской армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества от фашистского рабства. Какие, в общем-то, правильные, справедливые слова. Посмотрите, вот тополя пирамидальные, все как на подбор, идеальный газон, чистота. Полицейские фургоны по уголкам расположены. Вот. И значит, сейчас мы пройдем по основной, так сказать, экспозиции. Германо-российский фестиваль ДРФ Berlin.de. Зайдите, кому интересно. Тут, значит, бойцы, командиры Красной Армии, похороненные, собственно, здесь, в парке. Ага. Напротив то же самое. Вот эта вот штука с перечислением разных фирм и брендов, чтобы они значили. Тут и партии современные, и компании, Google, Amazon и прочее. Что они хотят сказать? Что они способствовали Третьему Рейху или что? Вот тут вот традиционно, да, ГДРовское что-то. Герб мы видим. Я надеюсь, аудитория знает, что такое ГДР, и не надо расшифровывать. Мне было очень любопытно узнать, когда я ходил на курсы немецкого, а также интеграционные, как иностранцы, не связанные с Советским Союзом, не понимали вообще, когда им рассказывали про ГДР, ФРГ, что это разные страны, что это было разделение. Вообще не понимают люди. Вот где, знаете ли, переписывают историю, или точнее, никак ее не преподают. Так. Вот. До сих пор не реализованы Познанские соглашения в Германии. Не могу сказать, о чем идет речь. Ну, что-то из разряда, возможно, конспирологии. Может, ошибаюсь, не знаю. Вот. А здесь самое начало. И тут красная атрибутика, но не советская, в смысле не Советского Союза. ДКП.
В общем, какие-то политические силы. Хотя серп и молот наблюдаю, а там звездочка. Тоже ГДРовское что-то. В общем, обходят запреты. Ведь официально запрещено использовать атрибутику современной России здесь. Георгиевские ленты запрещено. А вот durch Torgau marschiert und haben verhindert, dass der Tag der Begegnung zu ну einem вот тут нормальные стенды, о которых можно поговорить. Память против войны. И вот по списку: красный террор, депортация народов, Голодомор, ГУЛАГ, советско-финская война, Катынь, заградотряды, вторжение в Чехословакию, Афган, Чечня, Курск, Норд-Ост, Беслан, Грузия, Сирия, ну и война в Украине, безусловно. Скорее всего, здесь что-то должно быть, но позже. А вот программа. Так, 8 мая. 9 мая в 15 часов выступление. Критические экскурсии по мемориалу на русском. 9 мая в 11 и в 13:30. Сейчас сколько у нас? 11 часов. Через 10 минут. Может быть, даже надо поучаствовать. О, вижу логотип мемориала, ныне признанного экстремистским. Хотя, конечно же, это не так. Города Украины. Память, благодарность, скорбь. Ну вот, общая картина такая. Ну вот, тут вот человек с с российским флагом на груди что-то по-немецки ругается. Ну вот, такое тоже бывает. Что, друзья, я напоминаю, что я нахожусь в берлинском Трептов-парке и веду свою прямую трансляцию с того, как все здесь происходит в День Победы. Люди прибывают, пока прибывают, хотя кто-то уже и уходит, наверное. Кстати, самая прохладная погода за последние годы на 9 мая. Ну вот у меня 4-й День Победы вне дома. Подумать только, так много времени проходит. Спасибо за трансляцию. Очень красивый парк, пишет человек с иероглифами. Парк действительно очень хороший. Вот я говорю, только не хватает реального чувства какого-то гордости и радости, то, что было раньше. А может быть, и слава богу. Как говорится, жить в плену мифов и иллюзий бесконечно нельзя. Можно сколько угодно долго, но лучше этого не делать бесконечно. Как я уже сегодня в эфире говорил у себя, я, по крайней мере, не знаю ничего более масштабного и величественного в таком мемориальном смысле, чтобы было в Берлине. В Берлине ничего такого нет. Единственный какой-то монумент, связанный с собственной историей Германии, это колонна Свободы по улице, значит, которая примыкает к Бранденбургским воротам. Так эта колонна Свободы, она посвящена объединению Германии в XIX веке, в 1871 году. Условно, эпоха Бисмарка. Как-то эта колонна выжила в годы Второй мировой, и ее сохранили, отреставрировали, и вот подвинули даже, насколько я знаю. И это все. Все остальные мемориалы, они не их, не немцев. Даже жалко немного. Ну, в общем, Берлин, он и сейчас остается городом, который по-живому был разделен, и в попыхах, или, как сказать, в мучениях он срастается вот все последние 30 лет. Такая вот мысль. Что мне еще вам можно рассказать, друзья? В принципе, добавить, наверное, пока нечего. О, здесь что-то про военно-морской флот. Видимо, да? Сейчас я покажу. Вот и калинка заиграла. Калинка-малинка. Я не знаю, слышно ли вам что-то, что происходит вокруг с петличного микрофона. Задумка такая, что должно быть слышно меня, но
в общем-то, хорошо, если слышно что-то и вокруг. Так. Ну, немножечко в обратную сторону продвинусь. Надо сказать, таких вот стримеров вроде меня довольно много, не только я. Хотя в Германии с этим беда, конечно, большая. Действуют вот эти правила о защите персональных данных, Datenschutz. Бесячие, на самом деле, пережитки прошлого, на мой взгляд. В других европейских странах такой фигни, как говорится, нет. Вот, а здесь оно есть. И это напрягает. То есть ты не можешь без разрешения снимать, публиковать лица людей. Вроде как бы закрывают глаза. Вот когда ходишь так, что-то массово снимаешь, вроде как не отдельно же выделяешь кого-то. Но если кто-то из них скажет полицейскому, что я там попал в кадр вот этого товарища, полицейский будет обязан защитить права, ущемленные права этого товарища. И неважно при этом, что этот товарищ делает. Ведет себя хорошо, плохо. Поэтому запрещены видеорегистраторы в автомобилях. Они отсутствуют. Камеры наблюдения практически отсутствуют на улицах. Здесь вот их нет. Вообще ни одной камеры наблюдения. Они есть в исключительных местах, внутри общественного транспорта, в каких-то отдельных учреждениях, но тогда об этом прям предупреждается, что смотрите, тут камера, имейте в виду. Общественные места абсолютно не имеют таких камер. Так. Что-то в чате происходит, но не столь значимое. Рука устает еще к тому же. На память пришло Эгон Кренц. О, точно, он был последним лидером коммунистической партии Германской Демократической Республики. Кренц, совершенно верно, да. Вот в прошлом году он тут давал интервью этому товарищу. Романов, что ли, фамилия. Раньше вел «Вести», а теперь заведующий корпунктом Первого канала. Ой, ВГТРК здесь. Который, по крайней мере, в прошлом году, на мое удивление, продолжал работать. Я имею в виду корпункт ВГТРК. Так, минуточку. Попробую-ка я, может быть, закрепить. Или заканчивать надо, друзья? Что вы скажете? Так, сейчас лишь бы не нажать что-нибудь не то. О, со штативом гораздо лучше. Руслан, давайте еще чуть-чуть с нами. Да я с большим удовольствием с вами. Как говорится, мне всегда приятно. Покажите украинцев. Ну, я вроде показал. Сейчас давайте дальше пройдем. Так-то даже и меня лучше видно. Вернусь к центру. Вот насколько я знаю, помимо атрибутики типа георгиевских лент, военные песни тоже, или там ура-патриотические песни, не допускаются. Но люди носят вот эти Bluetooth-устройства, и никто их за это не трогает. То есть запреты тоже немножечко такие формальные. Ну вот взять, люди же приезжают на Audi и BMW сюда в круг просто обклеенных российскими флагами. И ничего. Причем номера, как положено, 3 семерочки, точнее 4. Здесь чаще всего на номерах 4 цифры, поэтому наши любители красивых номеров легко за 20 евро или там сколько, 30, покупают себе вот эти вот блатные номера. Вообще есть такой комбо-набор, я как-то встретил. Нива, значит, классическая, не Шевроле, которая Нива, а вот Нива трехдверная, цвета хаки, вся такая, значит, обвешанная, навороченная.
георгиевских лентах, не на 9 мая, просто встретил. Стоит на парковке магазина и номера 4 семерки. В общем, комбо-набор русского патриота. Ну, наверное, совсем комбо было бы, если бы это была не Нива, а какой-нибудь Гелендваген. Но тут была Нива. И, значит, я сижу, смотрю, через пару минут выходит из магазина владелец. Бритоголовый, значит, в тельняшке, в брюках цвета хаки. Я, конечно, не так смел, чтобы к таким обращаться с вопросами, но надо было бы, да, спрашивать все-таки, что вы тут делаете, зачем вы мучаетесь, страдаете. Возьмите все это и езжайте там, где вам будут рады, по крайней мере, пока. Вон вы пишете, ну смешно, пусть едут в Россию. Ну, конечно, конечно. Вот, собственно, украинский стенд, один из двух. И, кстати, не факт, что там именно, собственно, украинцы всегда. Это могут быть российские активисты, немцы могут быть. Так что молодцы. Вот. Ну а я опять к воину-освободителю. Поток поднимающихся для возложения цветов стал сильно меньше. Ну да, все-таки людей меньше. А вот там слева группа с красной атрибутикой ГДРовской направляется вперед. Каждый раз сочувствую полиции здесь, вообще в такие дни. Им же нужно соблюдать права человека, любого человека. То есть они не могут как-то свои предпочтения демонстрировать, не могут там чувства проявлять. Им надо вот согласно букве закона. Запрещено что-то, значит нельзя. А в остальном все имеют одинаковые права. Не любить друг друга, ругаться и так далее, и так далее. Ну, в общем, им это удается, надо сказать. По крайней мере, вот я привык испытывать давно забытое чувство спокойствия. При виде полиции ты чувствуешь уверенность, а не тревогу. Хотя чувство тревоги — это было раньше всю жизнь таким привычным чувством. Я как бы привык ему не удивляться, оно было по умолчанию. Теперь это не так. Ну вот. Вот если здесь в толпе покружиться, тут, конечно, можно услышать какие-нибудь и стычки, и споры. Но вот годом ранее они прям некоторые перерастали в громкий такой гул, и нельзя было пропустить, можно было услышать издалека и подойти и зафиксировать. Сейчас оно как-то тихо. Опять же, потому что, наверное, недостаточно выпили. И еще не усугубляют, так сказать, напряжение. Вот так вот. Сколько нас, друзья? Смотрите-ка, нас немножечко набралось количество, и это уже любопытно. Ага. Я еще раз напомню, что на календаре 9 мая 26 года, и я веду прямую трансляцию из берлинского Трептов-парка, одного из 3 ключевых мемориалов, посвященных окончанию Второй мировой войны. Ну, на самом деле, он главный. Сам монумент, конечно, очень даже величественный. Кстати, больше и моментальнее него я, наверное, только скажу, что Родина-мать в Волгограде, из тех, что я видел, по крайней мере. Ну и какие-нибудь современные новоделы путинской эпохи, возможно. А вот из той советской эпохи ничего более масштабного
Мне, по крайней мере, видеть не приходилось. Если знаете, напомните, скажите, где. Так, ну вот здесь вот употребляют наши, как обычно. Вот. Наши, говорю я по старой привычке. Да. Это что за техника? Очень интересно. Противодроновое ружье, что ли? Или что? Или это мобильный прожектор? Может быть, вечером подсвечивает монумент. Что это? Кто знает? Пульт управления, дизельный генератор. Ну да. Хотя нет. На свет не похоже. Не знаю. В общем, не могу. Впервые сзади памятника. В прошлые годы поднимался, заходил внутрь. Но сейчас с камерой, наверное, делать этого не буду. Вот. Ну, опять же, очень-очень мало народу. Здесь годом ранее прям тусовка была вокруг. Надо сказать, уже и тепло. А где памятник героям, которых Сталин уничтожил, называя самоварами? Хороший вопрос, да. Вот опять же, возвращаясь к мифу о той победе. Этот миф был в том числе обставлен же вот такими грандиозными сооружениями в Советском Союзе и за его пределами. Особенно за его пределами. Я, кстати, в Вене был, в столице Австрии. Там не менее, ну, может быть, менее, но тоже очень масштабный в центре города обелиск. Если вы помните, Австрия вообще могла остаться в Варшавском договоре, но потом что-то на Сталина нашло, и он отдал Австрию, так сказать, Западу. Но успел выстроить вот эти вот советские атрибуты, и они выжили, прекрасно себя чувствуют до сегодняшнего дня. Так вот, это все часть промывки мозгов для того, чтобы создать миф о том, как все было прекрасно и замечательно, и для того, чтобы избавиться от тяжелых мыслей о погибших, изувеченных, искалеченных, пострадавших, потому что они уходят, и вместе с ними уходит память. Именно так режим выстраивал свою политику и, в общем-то, по большому счету оказался прав. Вот эта память, о которой я сейчас пытаюсь говорить, она с большим трудом прорывается у отдельных людей через вот эти вот мощные наслоения многолетней пропаганды. Ну вот, давайте тут сюжет изучим. Тут, значит, у нас, видимо, советские воины-освободители, которых благодарят труженики села. Вон бородатый немец на Карла Маркса похожий. Женщина в платке, женщина без платка. Видимо, идея сюжета именно такая. Так, ну что у нас? Тут вот с левой стороны мы смотрим на воина-освободителя. Ну, к счастью, вот тут украинцы, и никто их ни на что не провоцирует, никто не наезжает. Пока. В прошлом году было хуже. Вот есть, как говорится, русские бабы. Ну, я сейчас хочу сказать не в негативном даже контексте, а в таком, ну, хотя, наверное, в негативном, которые любят громко обязательно таким базарным голосом крикнуть что-нибудь такое, типа «с праздником, там, родные», ну и прочее. Вот это вот обязательно надо громко подчеркнуть, чтобы все слышали. Вот. Как-то так. Ну вот, пожалуйста, еще место отдыха и употребления крепких напитков с флагом Казахстана. Можно сказать, дискредитация Казахстана и его независимости. Я, кстати, лично был знаком с вот этими представителями
немцев Поволжья, которые выросли в Казахстане. Так вот, они живут в Германии по 35 лет. Многие живут очень хорошо. При этом остаются патриотами Кремля. И при этом они ни разу не были на территории современной России. Можете себе представить, как это вот происходит в сознании людей? Их предки, там, отцы и деды, были жесточайшим образом депортированы с насиженных мест в Саратовской области, предположим. Значит, сами они выросли в лишениях и тяготах казахстанской степи. Потом их историческая родина решила приютить, имеется в виду Германия. И вот, а в сознании они живут в советском каком-то там мифе. Да ладно бы, как говорится, каждый вправе, да, я же за демократию, за плюрализм мнений, но, блин, они же это демонстрируют и агрессивно себя ведут вот в таких местах, особенно и в такое время. На днях видел в Инстаграме репортажи с акции «Бессмертный полк», которая прошла прямо по центральным улицам Франкфурта на Майне. Так там вообще тушите свет. Вся атрибутика, все как... Ой, прошу прощения. Все как надо, как говорится. Полный набор. Никто их не запрещает, не отменяет. Это на всякий случай нашим ура-патриотам. Так, а тут что за сюжет? Так, памятник Минину и Пожарскому на заднем плане. Какие-то подаяния, значит, подносят. Кто такие? Что это значит? Кто знает? Итак, так, эту фразу сталинскую я читал. Как будто кроме Сталина никто не участвовал. Вот на каждом этом блоке фраза именно Сталина. Как мы уже выяснили, на двух языках. С той стороны слева, от меня слева на немецком, а здесь на русском. И здесь цветущий сад. Сердитая женщина с винтовкой. Что-то мне с фантазией не очень, я не понимаю сюжета. Мальчик с гранатой и мужик. Тоже с чем-то. Это типа сопротивление или что? С партизаны. Гитлеровские мерзавцы задались целью обратить в рабство или истребить население Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кавказа. Наша цель ясна и благородна. Мы хотим освободить нашу советскую землю. Смотрите-ка. Сегодня Путин на параде что-то подобное сказал, но он совсем не выделял. Он говорил, типа всех хотел Гитлер уничтожить. А Сталин говорил по-другому, если верить данной цитате. Ну и здесь тоже барельеф. Ага, ну, видимо, о нападении. Летят самолеты, и люди разбегаются в страхе. Очередная фраза. В общем, вот так. Гагарин пропаганда мозгов лишила. Я, как вы видите, совсем не все ваши комментарии замечаю, вижу. Могу сказать, что вас прямо сейчас даже больше, чем лайков. Пожалуйста, друзья, лайкните. Не просто же так мы с вами встретились поговорить. Хотя, конечно, монолог получается. Я все ищу поводы, что-то отыскиваю в закромах памяти, чтобы не замолчать. Хотя, знаете, по времени уже почти 45 минут. И не ожидал, что так долго получится. Соответственно, давайте я на этом закончу. Спасибо за поддержку. У вас, конечно, ник очень интересный, даже произносить не буду, но комментарий отличный.
В общем, уже не зря я сюда приехал. Вот я не знал, зачем я сюда еду вообще, что мне тут надо, что я потерял, что я тут не видел. Вот уже 3 мая в Берлине, и, в общем, поэтому я не думал, что я что-то тут смогу для себя новое почерпнуть. Зато с вами пообщался. Вот. Вот так мы видим, как в Германии все запретили, в кавычках, разумеется. Ничего тут не запретили по-хорошему. Все, кто хотят отмечать так, как считают нужным, они это делают без проблем. Еще кружок очертите. Да ну, неужели интересно одно и то же смотреть так долго? Как кто-то скажет, что-то бубнишь себе под нос и ходишь там кругами, да? Кто-то, наверное, скажет и будет в некотором роде прав. Время-то уже в Башкортостане у нас какое? Уже после обеда, пора уже, я не знаю, кто не посетил, посетить могилы предков, а кто уже посетил, можно уже переходить, я не знаю, там, к весенним полевым работам, к шашлыку, пожалуйста. В моей традиции было именно так раньше, до 22 года. В 22-м еще включительно, а уже в 23-м было иначе. Кстати, в 23-м это был 1 май в Германии, и он был не в Берлине, а в земле Баден-Вюртемберг под Штутгартом. Там в поселке, где мы жили, понятно, никаких признаков Дня Победы не было, но зато уже на следующий день, 10 мая, у меня была первая поездка, так сказать, по Германии. Как раз тогда был впервые внедрен этот билет единый проездной. В общем, мы поехали в Баварию, в соседнюю, в городок под Мюнхеном, известный как лагерь Дахау. И тогда вот я, значит, тоже выкладывал пост на эту тему. Это единственный пока концлагерь, который удалось посетить. На эту тему тоже было много мыслей. Надо сказать, там тоже все прекрасно сохранено. И, разумеется, вход в такие места бесплатный. И водят туда толпами и школьников, и всех-всех-всех. Так что немцы 100% в тему погружены. Если что, вдруг, опять же, по-другому утверждает об этом пропаганда. Здесь неподалеку от Берлина, насколько я знаю, в лесу Бухенвальд есть лагерь. Это, кстати, первый, который у меня на памяти с детства. Песня какая-то была патриотическая. Слышен колокольный звон, что-то там раздается Бухенвальд. Вот какие-то такие слова у меня в подкорке остались, и вот помню его. Там не был, хотя туда ехать отсюда часа 2, не больше, наверное, если на машине. Вот. 25 градусов, пишете вы, да? Вот какая погода в этом году на 9 мая. Здесь, надо сказать, тоже. О, нет, всего 17, но на солнце прямо очень-очень тепло. Бухенвальдский набат, спрашиваете вы? Наверное. Я название этой песни не помню, я же помню слова. И то не потому, что мы учили, я был мал, а вот мои старшие братья и сестры, наверное, в школе разучали или как-то параду, может, готовились, демонстрации. В общем, осталось. Я еще не понимал, конечно, а вообще о чем речь, о каком Бухенвальд, почему набат, и про победу, и про... Ничего это не знал. Хотя, знаете, открытки были кругом дома. Они валялись так или иначе. Может быть, они приходили почтой или покупались для того, чтобы других поздравлять. Так или иначе, это все было вокруг. Оно и формировало восприятие. Знаете, круг давать я все-таки не буду, там ничего не происходит. Там просто много народу, и как бы этот круг, он двигается. Люди идут, возлагают цветы и в основном уходят. Сидящих по периметру на лавочках, значит, отмечателей пока не так много. Ну, надо прийти часов в 15, чтобы увидеть самое веселое. Вряд ли я это сделаю. Вот. И все-таки, как говорится, пора и честь знать. Раз уж я попрощался, давайте я окончательно скажу всем спасибо и попрощаюсь до новых встреч. Как бы ни было тяжело, все-таки с Днем Победы вас, дорогие друзья. Давайте относиться к этому дню достойно, к памяти прежде всего. Вот. И помнить, что даже если кому-то хочется
присвоить себе память и значение некоторых вещей, это вовсе не значит, что им это удастся сделать окончательно. Ну вот как-то так. Я надеюсь, что будет время, когда мы вполне открыто и официально на родине будем продолжать отмечать этот праздник, понятно, без пафоса, без бряцания оружием, но именно с теми смыслами, что, оказывается, нет стопроцентных надежных прививок тому, чтобы это все не повторить. К сожалению, мы умудрились сами в это все вляпаться. Ну, в общем, вы сами все знаете. Всем хорошего дня и до новых встреч. Не забудьте про лайки. Пока.